Отзвуки молодежной политики слышны в разных уголках региона. Для многих это не просто слова, а смысл жизни. «Я и весь мир» – тренинг толерантности с таким названием сегодня прошел в Горном и Тумкали. В нем принимают участие все будущие выпускники муниципалитета. Один из них – Ибрагим Мусаев. В школе он учится на отлично. После окончания учебы Ибрагим планирует поступать за пределы нашей республики. Много чего полезного дали. Дали так, что первое мнение человека бывает ошибочным. Чтобы понять, какой этот человек, нужно так больше общаться с ним и вести себя прилично в других регионах. А если ты куда-то пошел поступать в другой регион или в другую страну, то нужно соблюдать их правила и их культуру. Тренинг с учениками проводит опытный психолог. Занятия нацелены на то, чтобы выявить у ребят негативные качества. В ближайшее время подобные встречи пройдут в 74 школах республики. И не только. За пределами региона каждый день также ведется работа с подрастающим поколением. Об этом не понаслышке знает и председатель Союза чеченской молодежи Москвы Рустам Топаев. В год проводит до 12 крупных мероприятий. Сегодня он, как и другие участники третьего съезда чеченской молодежи со всех уголков страны, собрались в одном месте. Историческая родина принимала не гостей, а братьев и сестер. Дань памяти прошлому сначала отдали первому президенту, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. К памятнику на Аллее Славы возложили цветы. Для нас этот съезд ежегодный является такой своеобразной точкой сверки. Мы работаем весь год, проводим мероприятия, работаем внутри себя, внутри московской общины. И когда каждый год мы приезжаем в Грозный сюда, мы сверяемся с тем, что мы сделали, планы на следующий год. В 2013-м в сфере молодежной политики было задействовано 90 тысяч человек. Этот показатель с каждым годом растет. 4 тысячи молодых людей сегодня учатся за пределами региона. 500 круглые отличники. Среди них есть и аспиранты – 62 человека. Приветственное обращение главы республики к молодежи сегодня зачитал председатель парламента Туквах Абдурахманов. В нем была отмечена роль каждого чеченца в укреплении межнациональных отношений. Напомню вам слова нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который подчеркивал, что будущее страны зависит от того, насколько образованным и воспитанным будет подрастающее поколение. Особую роль Ахмат Хаджи отводил духовно-нравственному воспитанию молодежи. И это правильно. Духовно богатый человек может быть полезным не только себе и своей семье, но и своему народу, обществу, государству. Сегодня у каждого из вас должна быть четкая гражданская позиция. Наша страна сейчас переживает мощный этап роста самосознания, единения и сплочения российского народа. В нашей республике уже много лет нет ни одного конфликта на национальной почве. Все народы живут в мире и согласии, развивают свою культуру, сохраняют традиции, участвуют в жизни региона. Живите, учитесь и работайте в различных уголках нашей страны. И при этом надо уметь выстраивать живой диалог с окружающими. Мы слышим иногда о случаях, когда молодежь ведет себя неподобающим образом. То средь бела дня стреляет из травматического оружия, то танцы устраивают где не надо, то в драке участвуют. Хочу подчеркнуть, что это недопустимое поведение. Вы должны понимать ответственность за каждый свой шаг, за каждое слово. У нас прекрасные традиции. Они требуют от вас уважать культуру и традиции разных народов. Вы лицо чеченского народа и должны быть примером во всем – в учебе, спорте, науке, творчестве. И тогда вы оправдаете надежды, которые мы возлагаем на вас. Я желаю всем собравшимся счастья и успехов. Пусть крепнет и процветает наша Родина, Россия. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. В рамках единой концепции духовно-нравственного воспитания организаторами сегодняшнего съезда Министерством по делам молодежи в прошлом году было проведено 720 мероприятий по разным направлениям. Спортивное воспитание, эстетическая, профилактика экстремизма и терроризма – все они примеры эффективной республиканской молодежной политики. Мы для себя должны решить, как мы, чеченская молодежь, будущее нашей республики и нашей страны, будем представлять себя в этой уникальной большой стране, не потеряв свою самобытность и тем самым показывая всему миру, всей стране, насколько у нас особые, красивые обычаи, традиции, то, чем мы можем гордиться и чем мы могли бы и хотели бы поделиться.
Формат третьего Всероссийского съезда чеченской молодежи больше напоминал встречу старых друзей. Знакомые лица, наболевшие проблемы и советы младшему поколению от старших. Тех, кому удалось добиться значительных результатов в сфере молодежной политики, сегодня отметили благодарственными письмами от главы региона. В их адрес от представителей региональных властей и богословов звучали слова благодарности за то, что каждый день они вносят вклад в светлое будущее страны. Следующий шаг – это развитие и совершенствование лучших качеств молодого чеченца. Хочу напомнить всем присутствующим, что каждый чеченец, выехавший в другой регион, хочет он того или нет, представляет весь народ. И это должно быть определяющим фактором его поведения. К счастью, благодаря грамотным и своевременным мерам, принятым главой Чеченской Республики, можно смело говорить о большом прогрессе в этом отношении, в отличие от прошлых лет. Вот сам процесс созидания, сам процесс возрождения, он нам тяжело давался. Созидательный процесс буквально ежемесячно, энергичный. Рамзан, Ниси, вот школ, спортзал, а школы учатся. Сколько спортзалов у нас в республике? Дин до паратоя, пожалуйста, мяждиш, хюжериш, хафизи, школ, даже если перекресток, что мяждиш, что. Итоги съезда подвели сегодня же. Собравшиеся приняли итоговую резолюцию, в которой отметили толерантность и взаимоуважение как фактор эффективного сотрудничества и налаживания мостов дружбы. Но и на этом работа съезда не закончилась. Завтра делегаты примут участие в записи ток-шоу на канале «Грозный». Алевтина Бонадык, Иман Кандарова, Мурат Эльбукаев, Ивах Кантаев. Новости.